В Сосногорске местные единороссы провели предварительное народное голосование. В октябре здесь предстоит выбор депутатов Объединенного городского поселения. Сама идея предварительного голосования не нова. В прошлом году этот предварительный отбор проходили потенциальные кандидаты в депутаты Госсовета Коми. На местном уровне решили перенять опыт сверху и провести предварительное народное голосование. Ранее это называлось праймерис, однако лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев возразил против использования этого слова. Инициативу премьер-министра одобряют и сосногорские партийцы. Так оно гораздо понятнее. Ближе, конечно, русское, да, понятнее нам, особенно нам, ветеранам, понятнее наши русские слова. Среди потенциальных кандидатов известные в Сосногорске люди, всего 40 человек. Игорь Бендеров еще недавно трудился в местном ОВД. Говорит, именно эта работа принесла узнаваемость в народе. Должность была такая, что практически незамеченным вне поля большинства людей, граждан нашего района, не оставался. Цель предварительного голосования не только решение имеющихся проблем, но и выявление новых. Педагог Александр Мануиленко предлагает обратить внимание не только на политику. Экономика экономикой, а тротуары тротуарами, асфальт асфальтом – это как бы временные ценности, а ценности люди – это которые завтра поколение, которое будет у нас руководить страной. Вот им нужно сейчас заниматься, и должны быть программы, которые будут как-то увлекать людей, не пить пиво, заниматься спортом, растить здоровое поколение нужно сейчас. Когда все желающие выступили, выборщики приступили к тайному голосованию. Итоги разные. У кого-то чуть больше 10, у иных почти 80 голосов. Впереди согласование с региональным политсоветом и выдвижение кандидатов. По итогам предварительного народного голосования к середине июля будут утверждены окончательные списки. По ним станет ясно, кто же станет участвовать в поселенческих выборах в октябре. В кулуарах, кстати, поговаривают, что на каждом избирательном округе будет представлен либо единорос, либо представитель Общероссийского народного фронта.